Канат Каниметов, Первый канал. Скажите, пожалуйста, каким днем 24 марта, по вашему мнению, останется в истории Кыргызстана? Об этом расскажите, пожалуйста. 24 марта – это как и аксельские события. Это, если говорить образно, это один из таких горных перевалов. Аксельские события, потом 24 марта и потом 7 апреля. Это 3 горных перевала, труднейших, через которые прошла наша страна, наш народ, чтобы уже найти свою дорогу. Я думаю, 24 марта это останется как день украденной революции, потому что мы уже потом поняли, что главное это как будет дальше. Вот 24 марта яркий пример того, как революция пожирала своих детей. Первым делом убили Усена Кудайбергенова, который отсюда охранял нашу колонну с нашими ребятами. До сих пор с нами. Сегодня здесь присутствует тоже Алмаз, каскадер, который вместе с ним тогда был. И я помню, когда мы уже пришли на площадь Алато, и было понятно, начали разбегаться, конная полиция остальные. И Весен мне сказал: Байке, теперь я должен пойти вытаскивать из тюрьмы Феликса. Это один из перевалов на трудном пути. И это, конечно же, будет день украденной революции. Но для нашей семьи это еще и праздник, потому что я в этот день, когда уходил из дома, я предупредил супругу, что, наверное, не вернусь живой. Мы знали, что стоят снайперы, но, слава Богу, вернулся живой. Главное, не день, когда совершается революция, а что будет потом. Это показывает ситуация во всех странах арабской весны, где фактически только Тунис более-менее смог выкарабкаться. Это показывает ситуация на Украине. И, конечно, нам этот урок помог после второй революции апрельской. Информационное агентство Агипресс. У меня такой вопрос. Есть ли у СДПК уже кандидаты на предстоящие президентские выборы, какие-нибудь фамилии? Не видите ли здесь какие-то проблемы, такое затягиванием с выдвижением кандидата? И, наверное, еще один такой вопрос. Вы дважды сказали, что вы не собираетесь уходить с политики, что вы не оставите страну, на растаскивание. Каким образом вы собираетесь влиять на политическую ситуацию уже после того, как вы перестанете быть президентом? Спасибо. Поддержка сегодняшняя со стороны народа Кыргызстана. Последний опрос Гэллопа показал, что президента поддерживают 77-78% населения. Они услышат мой голос, независимо от того, буду я сидеть в каком-то кресле или просто буду человеком, который думает о своей стране. Что касается кандидатов от СДПК, я думаю, очень правильно то, что сначала будут проводиться замеры общественного мнения, рейтинги кандидатов. Кандидатов у СДПК много. И, наверное, уже через несколько месяцев будет реально видно, кто из них пользуется наибольшей поддержкой у людей. Потом надо не забывать, что есть такая еще штука, как война компроматов. Сейчас поливают уже кандидаты и друг друга, и кандидатов с СДПК. И это шанс такой выбрать все-таки того, кто не запятнан. Потому что ответственность у президентской партии тоже особая. Кого попало, СДПК не может выдвигать. Алмаз Шикшонович, скажите, пожалуйста, в последнее время очень много дискуссий в обществе о возможном распуске парламента, либо самороспуске. И как вам видится эта ситуация? Как вы считаете, должен ли парламент, как вы считаете, какова судьба парламента должна быть в нашей стране? И в целом, как вы сегодня воспринимаете внутреннюю политическую ситуацию? Спасибо. Во-первых, я не думаю, что депутаты пойдут на самороспуск. И, конечно же, хорошо, когда все происходит в свой срок, в том числе в парламенте. Другое дело, что
Конечно, во время выборов в парламент, то, что у нас вот такие законы приняты теми же людьми, которые сидели в предыдущем парламенте, приняты очень хитроумные законы. Они выходят на выборы с одними списками кандидатов в депутаты, а приходят в парламент совершенно с другими. Вот яркие примеры, я помню, с Ража депутат сейчас наезжала на СДПК, и мне пришлось напомнить, что второй у них был Нефадев, младший, третий, по-моему, узбек был или женщина, а в результате от Ража в парламенте в основном одни олигархи. Только СДПК практически сохранила свой список, в том числе и журналисты, по-моему, в парламенте только от СДПК. И представители науки, и представители интеллигенции. То есть, чтобы идти на выборы в парламент, когда бы это ни было, вот эти игры надо прекращать самим депутатам, лидерам фракций. Должны быть списки все-таки жесткие, чтобы кто у тебя в списке есть, то ты был в парламенте, а у нас получается обман народа. Это просто обман, людей обманывают. Вот у нас вот такой список, сплошная молодежь, женщины, интеллигенция, а потом приходят только люди с толстенными кошельками. И второе, конечно же, если вот там все время в парламенте кричат, каждый год новое правительство. Я помню, Бахыт Төребаев кричал, но ты же первый настаивал, чтобы порог в парламент был самый низкий, 7% от числа, от явки. И в парламенте, конечно, будет всегда 6-7 партий. Если мы хотим, чтобы правительство работало долго, то в парламенте должно быть, как в цивилизованных странах, 3-4 партии. То есть порог должен быть повышен. И если будут выборы в парламент в 2020 году, я не знаю, будет ли, я не верю, что в самороспуск, то до этих выборов, конечно же, вот эти две нормы должны быть введены. Если не жесткий список, то хотя бы, чтобы депутат, которого выпинывают из списка, сам пришел в ЦИК, сам написал заявление и сам ушел. Чтобы было по-честному. А так, фактически, это обман людей, обман населения. И, во-вторых, конечно же, немножко жалко, что пока и люди, многие не верят в честные выборы и продолжают продавать голоса. Такой момент тоже есть. То есть, если идти на выборы нового парламента, то надо сначала, я думаю, поменять вот такие нормы, и тогда мы получим настоящий парламент. Сегодня парламент это не тот, который хотел бы видеть президент страны, который хотел бы видеть народ страны, но мы имеем то, что имеем, поэтому надо с этим тоже мириться и с этим парламентом работать. Все-таки мое мнение такое. Хотя я не буду скрывать, конечно, что есть очень много сил в стране, очень много людей. Я получаю тысячи обращений о том, чтобы был новый парламент. Но нам надо уважать законы. Все должно быть идти в соответствии с законами. Алмаз Шашенович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как пройдут ноябрьские выборы? Будут ли они спокойны или некоторым оппозиционным силам удастся раскачать ситуацию и дестабилизировать обстановку осенью, к осени? Вы знаете, я вот на пресс-конференции с Путиным немножко неудачно пошутил, наверное, но третьей революции не будет в Кыргызстане, поверьте мне. Совершенно другая страна. И совершенно нет оснований для этого. Раскачать не получится. Те, кто раскачивают, они будут отвечать перед законом. И я скажу так, что вот время игр, заигрывание закончилось. Есть закон, по закону надо будет любому отвечать. Любому человеку надо отвечать перед законом. Кто бы он ни был. Алмазбек Шаршенович, добрый день. Ну, во-первых, я вас поздравляю с рождением внука. И Спасибо. скажите, пожалуйста, как вы его назвали? Вы знаете, у нас в семье демократия, это как решат дочь с мужем. То есть вы даже не знаете имени своего внука? Слушайте, это их ребенок в первую очередь. Они и будут решать, как его назвать. И для этого у них по нашим законам есть месяц. В течение месяца они должны будут получить соответствующее свидетельство о рождении. Поэтому
У меня в семье на самом деле демократия. Хорошо, и отсюда второй вопрос. На Востоке принято, да, такая традиция существует, что когда в семье правителя происходят какие-то счастливые события, а рождение малыша — это всегда счастливое событие, то принято прощать своих политических оппонентов, врагов. В связи с этим вы готовы отозвать иски к журналистам? Это не иски к журналистам, это иски к клеветникам. Это разные вещи. И чтобы у вас на самом деле вы не верили в той пропаганде, которая говорит о том, что некоторые издания просто перепечатывали какие-то сообщения. Я попросил Алмаза Усенова размножить выжимки из исков в судах, вам раздать, потому что это копилось годами. Наглейшая клевета. Вот в 2014 году, например, Нарын Наиб, продюсер передачи программы «Алато», и по этой программе «Алато» выступает журналист, ваш коллега, главный редактор Кыргыз Маданияты Нуралы Капаров, с документами показывает, что вот этот бред, который несет Акаев про деньги Союза писателей, абсолютно неправда. И в тот момент Нарын Идинов, продюсер этой программы, через год он, зная ситуацию, пишет совершенно обратно, что мы вот знаем, откуда у Атамбаева деньги, про это Акаев говорил и так далее. То есть, вы знаете, клеветники по нашей религии – это трупоеды. И 5 лет я это терпел. Да, это со времен еще покойного Ашамканова было в журналистике время шантажистов, скажем открыто, назовем вещи своими именами. Потому что 4-я власть – это тоже власть, и эта власть шантажировала всех людей. И ни у кого духу до сих пор, наверное, не хватало и не хватит, но кто-то должен начать, потому что власть, в том числе и 4-я, она должна понимать ответственность. Тем более, вы знаете, моя семья, моя мама погибла от клеветы. Мой брат в прошлом году умер от клеветы. Это не журналисты, это клеветники. И я думаю, вот, например, по Радио Свобода я готов до международных судов дойти. И Радио Свобода вынесет хорошие уроки. Я, Бог даст, в сентябре все-таки в этот раз здоровье поправил. Я думаю, я и в Америке побываю, и с Трампом поговорю, потому что это надо прекращать. Журналистика – это объективная, честная информация, а не специальная клевета. Мы по Радио Свобода и по Занозе показываем, как идет именно клевета. Не просто, вот как они говорят, мы просто перепечатали что-то. Вы знали правду, но вы перепечатываете совершенно другое. Причем человек, например, на пресс-конференции говорит, что возможно, опускается слово «возможно» и фугуется уже, что вот нашли на Кипре имущество Атамбаева, деньги Атамбаева, вот так далее, так далее. Вы знаете, клевету трупоедов, я думаю, время прощать прошло. И если вы жалеете этих людей, и эти СМИ-2, слушайте, у Радио Свобода бюджет сотни миллионов долларов. Я лучше деньги с этих исков нашим журналистам отдам. Или, не знаю, там, в онкологию детскую. Заноза гранты получает только так. А у Нарынбека Идинова, слушайте, вы же прекрасно знаете, вся семья живет в Праге. Вся семья, жена, детки и так далее. И у остальных наших вот защитников свободы. И вы знаете, когда я смотрел вот этот фотографии марша защитников свободы во главе с Эдичкой Байсаловым, ведь когда было на самом деле трудно, Эдичка Байсалов подставил СДПК на многомиллионный иск, а сам позорно сбежал. А мы за него, за его подвиги, выплачивали Бакиевым, по-моему, 16 миллионов сомов. А он сбежал. Когда будет на самом деле трудно, это не защитнички. Когда было на самом деле трудно, когда убивали Павлюка, когда вот калечили Сыргаха, я здесь видел, Абдулдаева. Слушай, все эти люди, защитнички свободы, сидели на прекрасных должностях и прекрасно себя чувствовали. И 4-я власть тоже должна понимать свою ответственность. Это время пришло.
Если у кого-то духа не хватает, то я всегда могу одно сказать. Надо отвечать за свои слова. Поэтому, если кого-то и прощать, но только не клеветника. Потому что, вы знаете, страну изгадили. В стране появилась двойная мораль. У киргизов всегда говорили так, что тот, кто спотыкнется, может подняться, но тот, кто спотыкнется на слове, тот это не человек. У нас вот эти люди, которые клевещут, они наоборот чуть ли не героями себя чувствуют. Клеветники и сплетники. У нас про таких людей говорили, чем будет сказано мертвое слово, лживое, пусть этот человек умрет. Söz ölgönçe er ölsün. Понимаете? Адам буттан мүдірілген тұрады, сөзден мүдірілген тұрбайды. Надо время клеветников останавливать. И вы знаете, я как человек, который в свое время был членом Союза писателей СССР и мечтал стать журналистом, я считаю, что все-таки нормальная журналистика. Посмотрите хотя бы фильмы про журналистов того же Голливуда. Там показано, насколько ответственно относятся к каждому факту. Нельзя так. Вы же всю страну, вот такие клеветники, всю страну губят, понимаете? И причем целенаправленно. Ведь идет война, в мире идет война, информационная война. Это не секрет. И нам, когда еще при этом заявляют, что это радио «Свобода», у нас система образующая, и заноза, это слушайте, это и тем более говорит, что информационная безопасность страны под большой угрозой. Это надо прекращать. BBC радиосунан Сапаргүл Абдинабиева. Айтсаңыз, ушул сиз менен 24 кежи жана Занозанын ортосундагы маселени сотко жеткирбей чечүүнүн жолдорун көрүп турасызбы? Анткени дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө консенсуска барып эле сотко чейин эле чечилген жолдору бар. Мында да карындашым, 24 кежиге мен кайрылган эмесмин сотко, СДПК партиясы кайрылыптыр. Мен сурадым, эмнеге кайрылдыңар? Эми ушакты алып таратып атыптыр да дайым эле. Эми мындай да ушактарды токтотуш керек. Заноза боюнча мына азыр эле мисалды силерге келтирдим, же дагы бир жолу айтып берем. Ушакты бирип туруп таратып атат да Заноза. Жана Нарынбек Идиновы 14-жылы Акаев, Атамбаев жөнүндө сөйлөгөн сөзү бардыгы калп деген Алатаудан берүү болуп атат. Продюсери Нарынбек Идинов 1 жылдан кийин калпты билип туруп таратып атат. Калпычылардын заманын токтоткула. Бизге калпычылар жетишет да момду. Тойдук калпычылардан. Ушакчылар өзүнүн бир тууганынын өлгөн бир тууганынын этин жегенге бара да. Башка жерден жегиле. Кузгундар башка жерден жегиле. Акыркы суроо, ушул Жанар Акаевдин мандатынан ажыратуу тууралуу интернет баракчаларында бир нече күндөн бери аябай талкуу жүрүп атат. Бул маселе Жанар Акаев кезинде Ош түштүк чергесинен ушул СДПКнын эң көрүнүктүү жүзү катары бир катар добуштарды алып бердиле. Анан аны мандатынан ажыратып коюу канчалык мыйзамдуу деп эсептейсиз? Биринчиден аны мандатынан эч ким ажырата албайт. Бул калп сөз да, өзүңүз да жакшынакай билесиңер. Мындай калпты таратпагыла да. Ал мандатын өзү гана өткөрүп бере алат. Бул бир. Экинчисинен Жанар Акаевди эл шайлады же СДПКнын аркасы менен өттүбү? Эмки парламентский шайлоодон көрөлчү. Депутаттыкка өтө алабы жокпу? Мында ушакты таратканды токтото туралык. Макулбу карындашым? Үйрөнбөгүлө улуулардан ушакка, жакшылыкка үйрөнгүлө. Алмазбек Сашенович, жана орус тилинде кесиптешим сурап кетти, мен кыргыз тилинде сизге сурай берейин дедим эле. Азыркы тапта парламенттик коалициялык көпчүлүктө биримдик жок деген ойлор айтылып келет, пикирлер. Жана мындан улам ушу мөөнөттөн мурда парламенттик шайлоо болушу мүмкүнбү деген пикирлер бар да. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми мындай да бардыгы албетте Кудайдын колунда, парламенттин да колунда. Бирок мен ушу парламентте өзү эле тарап кетет дегенге ишене албайм. Туруктуу коалиция болбогонун дагы бир жолу мен сиздерге айтып берейин. Жанагы келген шайлоочулардын санынан 7% деген барьер болгондо, мындан ары дагы парламентте дайыма 6-7 партия болот. Эч качан туруктуу коалиция, эч качан туруктуу өкмөт болбойт, ачык айтайын. Буга да түшүнүш керек. Эгерде чын эле жанагы парламентте бакылдап аткан эргүлдөр
мамлекет үчүн күйсө, ошол эле барьерди 7 кылбай 9-10 кылыш керек. Ошол эле тизмени жесткий кылыш керек да. Ошондо мына татынакай парламент болот. Ага чейин мен азыр бул парламентти таратканыбыз менен ошондой эле парламент келет. Экинчисинен мындай парламент 2-3 эле жолу бар тарай турган. Өзү тарайт, анан жанагы өкмөт менен келишпестиги бар, өкмөт түзүлбөй калса, менимче момундай мыйзамдар турганда быйыл президенттик да шайлоо бар, билбейм. Албетте бул парламент бизге керек жок дегендер көп болуп атат, көп мындай мага кайрылуу келип атат. Бирок бул парламентти өзүбүз шайладык да. Бирөө мындай күчкө салып шайлаткан жок да. Ошондуктан менимче убакыт өзү көрсөтөт да. Азыр өзүңүз эле айтып кеттиңиз, президенттик шайлоо боюнча кандай маанайда өтөт деп ойлойсуз да бул боюнча? Мен силерге президент катары айтам, эч ким тартипти буза албайт. Тартипти бузгандар жоопко тартылат. Аябайбыз, ачык айтайын. Оюн баштагандарды аябайбыз. Анткени шайлоо таптакнакай болот. Эгерде ишенбесең, барып туруп өзүңдүн айылыңан керек болсо, урналарды ачып беребиз мына. Мадумаровго ачып бергенди. Унутпагыла, ар бир электронный урнаны ачып туруп, кол менен да кайрадан бир санап чыкса болот да. Здравствуйте, меня зовут Нурджамал Джанибекова, клуб KG. Очень простой вопрос. Вот вы на пресс-конференции с Владимиром Владимировичем Путиным говорили, что останетесь в политике. Хотелось бы узнать, в какой позиции и будет ли эта позиция премьер-министром? Закрытый вопрос. Знаете, чтобы оставаться в политике, не обязательно занимать какую-то должность. Просто надо помнить одну хорошую фразу. Если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. Я не собираюсь занимать должность премьер-министра или спикера парламента. Если бы я хотел бы остаться на какой-то должности, я провел бы совершенно другой референдум. И я думаю, что те же 80% населения поддержали бы, чтобы Атамбаев избирался на второй срок. Как мне неоднократно об этом убеждали меня соседние президенты, включая покойного Ислама Абдулловича Каримова. Поэтому, видите ли, хотел бы я остался бы, но мы должны идти своей дорогой. Я думаю, у нас достаточно таких крепких политиков, которые хотят и президентами стать, и премьер-министрами, и спикерами. Я думаю, этого достаточно. Конечно же, я в том числе буду заниматься и вопросами своей родной партии, президентской СДПК, потому что много было сил потрачено на нее, и хотелось бы, чтобы она тоже обновилась, очистилась. Но какую-то должность, я считаю, мне не надо занимать.